Обед до 3 по пятницам традиция. Дольше, чем обычно, перерыв длится и у подчиненных мэра. Все вице-мэры ходят на пятничный намаз. Ничего плохого в этом нет. Начальники отделов и простые специалисты тоже посещают мечеть. На обед в этот день я выхожу позже, за 10 минут до начала молитвы. В Аше и вообще на юге, где население традиционно религиозное, выходные фактически начинаются после обеда в пятницу. Многие государственные и частные учреждения в это время уже закрыты. Подавляющее большинство населения мусульмане, а выходной получается на субботу-воскресенье. И многие, кто на госслужбах, особенно кто на госслужбах, им неудобно, поэтому давно пора, очень хорошо. Другие люди во время работы тратят время на курение и прочие занятия. Почему нельзя такое же время выделить и для нас? Перерыв на намаз в парламенте и вправду предложили узаконить. Вместо 1 часа обед по пятницам, возможно, будет длиться 2 часа. Почему депутаты не успевают уложиться в отведенное время, не все верующие понимают. 1 часа достаточно. Мне, например, хватает. Работать надо. Я не знаю, как депутатам, но я успеваю добраться до мечети за 10 минут. А мечетей у нас много. Тем временем правозащитники считают поправки в Трудовой кодекс опасными. Право на совершение религиозных обрядов в таком случае следует предоставить и христианам, и католикам, и вообще представителям всех конфессий, считает Уликан Исмаилова. Право каждого верить в любую религию, но конституционно нельзя нам терять светское государство. А к этому все идет. Почему? Потому что депутаты даже, вы знаете, они построили себе молельню за счет разных денег. И поэтому речь идет о том, что насаждают через законодательные инициативы вот сейчас вот изменить статус нашей страны. Почему его поправки не нравятся юристам, депутат Икрам Тазабеков не понимает. Выпускник физкультурного института планирует поднять еще много законопроектов, например, о запрете ношения национальных головных уборов в баню. А пока это первая инициатива депутатов в парламенте. Не будет пробок возле мечети, времени на совершение молитвы будет больше. Почему мы не можем удовлетворить желания верующих? Вон сколько ненужных праздников, не соответствующих нашей религии. Это все ненужное наследие советского прошлого. В том, что документ коллеги поддержат, депутат уверен. Народных избранников, совершающих намаз, по его словам, становится все больше. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков, Идрис Исаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.